О развитии животноводческого комплекса, правилах кормления животных и птиц, разработке бизнес-плана, ведении бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах и о многом другом узнали слушатели бесплатных курсов для фермеров. Желающих обогатить свои знания оказалось достаточно. Оставив хозяйство и все важные дела, аграрии из Зауралья приехали в Сибай на 2 дня. Занимаемся мы скотиной, сельским хозяйством. У нас свое большое подсобное хозяйство, коровы, овцы, как говорится, там птица есть. Вот. Ну, в этом году, в 2015 году, я решил все-таки открыть свое дело. Нужно общение, много людей, вот, это интересных люди. И вот это сам Сибай город понравился, как говорится, ну, много. Подчеркнул, сейчас сижу, постоянно записываю вот это все. Вот, и думаю, это нужно, вот эти курсы делать. Перед собравшимися выступили советник отдела специальных программ аппарата правительства Республики Ануса Шакирова, преподаватель Башкирского аграрного университета Курбангали Сахибгареев, научные сотрудники Института региональных исследований. Слушатели изучили информацию по развитию животноводческих отраслей, об особенностях племенного содержания, специфике развития животноводства в Зауралье в целом. Основное производство продукции сельского хозяйства приходится на личные подсобные хозяйства населения. В Зауралье 85-90% продукции производится в хозяйствах населения. В республике иная цифра. В республике у нас 60%. Известно, что для многих личное подсобное хозяйство – единственный источник дохода. В селах есть хозяйства, где насчитывается 15-20 голов скотины. Легализация производства даст возможность ввести продукцию в товарооборот, а еще создать рабочие места для населения. Для этого государством предусмотрено ряд программ по поддержке как начинающих, так и устоявшихся фермеров. Программы грантовые по начинающему фермеру можно привлечь на сегодняшний день до 3 миллионов рублей гранта. 3 миллиона рублей гранта – это на поддержку молочного скотоводства. Все остальные отрасли – животноводство, растениеводство – поддерживаются в сумме до 1,5 миллиона гранта. Можно закупить оборудование для макаронной промышленности, сыродельной промышленности, то есть и переработку поддержать. Если у вас уже есть откуда собрать сырье, скажем так, а можете только перерабатывать, пожалуйста, закупайте оборудование и производите конечную продукцию для потребителя. Есть программа поддержки для сельхозкооперации. Здесь сумма гранта доходит до 70 миллионов рублей при соблюдении определенных условий. На эти средства уже можно построить цеха, перейти на большие объемы производства. В настоящее время в Зауралье есть преуспевающие крестьянско-фермерские хозяйства, которые могут ввести в крупный товарооборот свою продукцию. Тем временем есть и села, где до сих пор не используются имеющиеся сельхозугодия. Курсы для фермеров стали своего рода хорошим материалом и поводом задуматься о расширении и создании более крупных производительных ферм. Луиза Мустафина, Дамир Хайбрин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.